Последние события в Грозном вполне могут изменить вектор отношения российских властей к проблеме урегулирования чеченской проблемы, считают аналитики. Вот уже несколько недель все мы ждем, когда же наконец будет обнародован президентский план по Чечне, над которым с середины февраля работают несколько экспертных групп. Однако на Совете Безопасности, который состоялся в минувший четверг, конкретное и однозначное решение так и не было принято. Не исключено, что события в чеченской столице заставят президента, который до сих пор делал акцент на мирном урегулировании кризиса, занять более жесткую позицию. Трудно судить, насколько активизация дудаевских формирований в Грозном оказалась неожиданной для федеральной войсковой группировки в Чечне. Во всяком случае, недельной давности заявления Николая Егорова о том, что в течение ближайших 2 месяцев все оставшиеся бандформирования будут ликвидированы, дает возможность сделать вывод о том, что у российских властей нет иллюзий в плане того, что проблему можно решить только и исключительно в плоскости внутричеченского диалога. Одновременно эксперт отмечает, что за 2 последних месяца промежутки между вспышками боевых действий становятся все короче и короче. Хроника событий последней недели и комментарий нашей программы. Понедельник, 4 марта. В Серноводске федеральные войска продолжают блокировать отряд боевиков. В Грозном министр обороны Павел Грачев заявляет: «Мы не собираемся вечно держать войска в Чечне». Днем раньше генерал выразил готовность встретиться с Дудаевым. Вторник, 5 марта. Федеральные войска готовятся к очистке Серноводска от боевиков. Однако активных боевых действий не ведут. Генеральный прокурор Юрий Скуратов, комментируя заявление Павла Грачева, отметил: «Дудаев, против которого возбуждено уголовное дело, не может принимать участие в переговорном процессе по чеченскому регулированию». Информационные агентства сообщают, что известный полевой командир Салман Радуев тяжело ранен в результате покушения. Среда, 6 марта. Утром боевики одновременно атаковали позиции федеральных сил в Октябрьском, Заводском и Старопромысловском районе чеченской столицы. К полудню отмечены попытки дудаевских отрядов прорваться к центру города. Тем временем, находившийся в Краснодаре министр обороны Павел Грачев призвал прессу не драматизировать ситуацию в Грозном. А в самой чеченской столице боевиками взорваны 2 водозабора, блокирована ТЭЦ в Заводском районе, и к вечеру обстановка в городе еще более обострилась. Четверг, 7 марта. Совет Безопасности одобрил новую программу действий по чеченскому регулированию, дав экспертам недельный срок для ее окончательной доработки. Отметив, что виновные в преступлениях дудаевцы должны быть наказаны, президент Ельцин высказался за продолжение внутричеченского диалога и увязал финансирование восстановительных работ в республике с ситуацией в том или ином районе Чечни. Тем временем бои в Грозном продолжаются. Дудаевцы обстреливают позиции федеральных войск в большинстве районов города, штурмуют телецентр. Подразделения Министерства обороны России не принимают участие в ликвидации проникших в Грозный боевиков. МИД России выразил возмущение по поводу направленной группой эстонских парламентариев телеграммы Дудаеву с соболезнованиями в связи с гибелью Салмана Радуева. Пятница, 8 марта. Из Москвы в чеченскую столицу прибыл министр внутренних дел России Анатолий Куликов. Представители правительства республики утверждают, что ситуация находится под контролем, в том числе благодаря сопротивлению, оказанному бандитам жителями некоторых районов города. По данным МВД Чечни, во время боев в Грозном погибло более 150 боевиков. Десятки убитых также и в федеральных войсках. По-прежнему отсутствуют сведения о 84 российских строителях, захваченных боевиками. Введенная в город тяжелая бронетехника в боях с бандформированиями не участвует. Суббота, 9 марта. Утром подразделения внутренних войск и Министерства обороны России выбили боевиков с площади Минутка, освободили захваченные дудаевцами отделы милиции в 3 районах города. Во второй половине дня, по неподтвержденным данным, в вооруженном столкновении с боевиками погибшего Салмана Радуева тяжелое ранение получил начальник главного штаба дудаевских формирований Аслан Масхадов. В Грозном продолжаются бои, однако, как заявил глава Чеченской республики, паники в городе нет. Воскресенье, 10 марта. Федеральные войска продолжают вытеснять боевиков из Старопромысловского и Заводского районов города. В чеченской столице нет воды, с перебоями поступает хлеб, в 2 районах нет электричества. Между тем, по сведениям из штаба Временного управления МВД России в Чечне, обстановка в Грозном постепенно нормализуется. Экспертов, привыкших к тому, что вслед за жестким заявлением Москвы следует контрвыпад Дудаева, удивила, пожалуй, лишь масштабность и продолжительность операции боевиков в Грозном.
Военные ожидали такого развития событий еще летом прошлого года. Разведка допускала, что в чеченской столице условного сигнала ждут несколько тысяч дудаевцев. В случае начала боевых действий в Грозном просчитывалась уязвимость федеральных войск, поставленных перед выбором – уничтожение боевиков всеми доступными средствами, а значит с неизбежными жертвами среди мирного населения, или аккуратная операция ценой больших собственных потерь. Партизанская тактика дала преимущество дудаевцам. Если их целью была демонстрация силы, они, пожалуй, добились желаемого. По крайней мере, сообщения из Грозного оставили у многих ощущение большой войны. Как и следовало ожидать, оппоненты Ельцина воспользовались грозненской операцией боевиков для традиционных заявлений по поводу недееспособности Кремля и рекламы собственных проектов урегулирования. Можно предположить, что и на этот раз критики президента посоревнуются в миролюбии и призовут к переговорам, как всегда не уточнив, с кем должны они вестись. Не исключено, что будет вновь реанимирована идея вывода войск из Чечни, а крайними окажутся силовые министры и правительство Завгаева. Логическим продолжением станут рассуждения о целесообразности переговоров с теми, кто представляет реальную силу в Чечне. Будут иметь в виду, но вряд ли назовут фамилию Дудаева, то есть будут бить по ахиллесовой пяте московской позиции в чеченском урегулировании. За время, прошедшее после ввода войск в Чечню, российское общество, пожалуй, так и не уяснило причины поразительной неуловимости Дудаева и вряд ли отчетливо понимает, кого Москва считает бандитами, а кого нет. Россиян окончательно запутали амнистии боевикам и регулярные заявления высокопоставленных чиновников и политиков о готовности к переговорам с Дудаевым. Одновременно общество усвоило, что война в Чечне всерьез и надолго, и крайне скептически относится к обещаниям прекратить ее в короткие сроки. Как известно, президент дал военным 2 месяца на то, чтобы покончить с дудаевскими формированиями, и, надо полагать, он понимал, какими в случае неудачи будут его шансы на президентских выборах. Учитывая то, что Ельцин никогда не страдал отсутствием воли, можно предположить, что грядущие события в Чечне существенно скорректирует представление дудаевского окружения о собственной неуязвимости. Во всяком случае, грозненская акция боевиков не оставляет президенту иного выбора, кроме завершения операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований. Вызов, брошенный Дудаевым, не только расставил точки над «и» в вопросе о его участии в переговорах, но и в значительной степени уточнил программу действий Кремля. В сложившейся ситуации переговоры, скорее всего, отойдут на второй план, а войска получат задачу, выполнение которой было прервано год назад решением Москвы. Тогда, после событий в Буденновске, преследовавшая дудаевцев армия была остановлена приказом из центра. Последовала пауза, использованная боевиками для перегруппировки сил, однако последние месяцы для них были крайне неудачными. И не исключено, что именно поражения в Гудермесе и Первомайском заставили Дудаева пойти на отчаянный шаг. Однако, бросив свои отряды на Грозный, бывший советский генерал, возможно, совершил самую большую ошибку. У потерявшего сотни бойцов, но так и не получившего допуска к столу переговоров Дудаева, могут возникнуть серьезные проблемы с полевыми командирами, для которых по-прежнему актуальным остается выбор – продолжать бесперспективную войну или добиться мира на приемлемых для себя условиях. Михаил Александриди, общественное российское телевидение, для программы «Воскресенье».